Добрый вечер, мои дорогие подписчики, подписчицы и гости моего канала Яблоко Ольга Таро. Начнем свой вечерний расклад. О чем этот расклад будет? Посмотрим то, что нам подскажут наши карты. Так, о двойке кубков. Ну, о паре, которая мечтает быть счастливой. И о чем она нам расскажет? Вечерний расклад. Высшие силы. Расскажите, что с этой парой? Ну, в этой паре есть королева кубков, то есть симпатичная, приятная, ласковая, нежная женщина, которая транслирует в этот мир свои приятные, как говорится, м, очень положительные эмоции, оптимистичные эмоции. Причем королева кубков, она у нас в настоящее время, как говорится, всегда и везде а, как бы предотвращает м, что-то, вот знаете, плохое, что-то, знаете, она старается быть как бы безмятежной. И вот здесь показывает, что она находится в таком единении, в подсознательном, что чем-то смиренным, практическим. У нее есть третий глаз, кстати, и не исключено, что она видит все это. Сильная у нее интуиция. Даже если, как говорится, рассмотреть поподробнее данную карту, то в ней показывается вообще экстрасенсорная способность вот у этой женщины из этой пары. А что может быть еще? Так, сейчас подскажите нам, подскажите, пожалуйста, что может быть еще в этой паре? Мгм. Рыцарь Пентаклей. То есть идет сообщение какое-то очень медленное, очень необычное сообщение о каких-то ресурсах данной пары. Может быть, финансовых, может быть, материальных, может быть, о ресурсах здоровья. Это тоже возможно. И более того, здесь рыцарь– это не паж уже. Он ведет уже, как говорится, свою жизнь и, как говорится, состояние. Он уже знает, что это быть, как говорится, на, как это выразиться, на коне своем, да, на коне. То есть здесь заземленная вроде бы как и получается, и глубоко укоренившаяся структура, образ. Здесь как бы прирученное, приручение огромного зверя с нежностью да ласкою. Но здесь сочетание идет нематериального и земного, понимаете? Формируется союз какой-то, выраженный 5 элементами, луной, пентаклем, солнцем, рогами быка, полумесяца над головой этого рыцаря. То есть эти элементы для этой карты очень важны. Здесь сочетание этих карт тоже дает как бы предвкушение и интуиции, и понимания, и сознательное, и бессознательное здесь тоже присутствует. Но здесь, в общем-то, очень такая знаменательная такая карта для данного расклада. То есть они как бы вот друг с другом, королева кубков и рыцарь пентаклей, они друг друга чувствуют. Да. Так, а что еще может быть со стороны, значит, этой пары? Что может между ними быть? Они шанс какой-то упускают, эта пара. Хотя вот есть экстрасенсорные способности у королевы кубков и у рыцаря искреннее такое истинное, как говорится, понимание с интуицией. Он связан, потому что у него луна над головой. Тем не менее, они какой-то шанс свой упускают. Да, шанс изобилия. Пентаклевый рыцарь мог бы быть, как говорится, в изобилии полном. А королева кубков, она своим нежностью, обаянием, она может, как говорится, погасить все животные инстинкты, но и в то же время в самой себе, естественно, самоконтроль проявить какой-то над собой. Но в то же время и ее вот это обаяние на постоянной основе, оно могло бы привлечь все эти изобилия. То есть
вот этот один неверный какой-то бездейственный шаг этой пары приводит, так, к таким вот необычным потерям. Подумаем сейчас внимательно, что это. Так, нет, они могут вернуть это все. Маг есть, магичество есть. У того и у другого существует. То есть зависит от них. Да, здесь, как говорится, противоречие есть, особенно в этой женщине противоречие есть. Внутреннее, причем противоречие есть. А в мужчине есть такая, знаете, способность задерживаться, способность себя подвешивать и как бы вот, ну, в паузе стоять почаще, как говорится, продумывать и делать эту паузу, как вот в каком-то тексте говорят, сделай паузу, и другим это будет уже более, как говорится, внимание на эту систему обращено. Ну вот и здесь пауза сделана мужчиной, и противоречия вот внутри прям бьются две птицы, темная и белая, в женщине. Но сила в ней контроля очень большая, несмотря на то, что она очень оптимистичная, нравственная, эмпатичная, очень такая нежная, ласковая. И вот несмотря на это, в ней существуют вот эти мечевые противоречия. Так, а что? А вот дальше идет отшельник. Ну, может все это привести к отшельничеству, мои хорошие. Вот, эта пара может произойти, как говорится, упустив одно, упустив другое, не сделав, не проявив какую-то мудрость и волшебство в своих действиях и в своих пониманиях жизни, может привести к отшельничеству того и другого. А что за этим последует? Ну а что последует? Последует пятерка жезлов, например, то, что будут принимать какие-то с его стороны, вот будут приниматься решения, действий в плане того, что, ну, будет жить в своих, как говорится, ритуалах, и ему там кто-то будет помогать, может быть, из семейства или кто, я не знаю, ну, кто-то или друзья. А у нее отшельничество, у этой женщины, королевы кубковой, ну, как говорится, закончится или как-то приблизит это отшельничество. А к таким последствиям, как она будет всех отсекать, всех, она станет незрелую, как говорится, позицию и начнет все и всех подряд от себя отсекать, как говорится, весь мусор, как будто около нее. Ей это не нужно, она пойдет против ветра. Она не будет по ветру идти по течению, нет. И вот на отшельника падает колесо фортуны. То есть вот это одиночество, оно повернет колесо фортуны в их сторону. Я правильно говорю? Но здесь тайна идет, тайную сторону, у тебя какую сторону неизвестно. Сейчас посмотрим дальше. У него-то пойдет это в сторону гуляний, праздничеств. Он будет свободный, как говорится, парень. И, как говорится, первый парень на деревне. Так, а у нее это вот верховная жрица, чем она? Она будет по девяточке кубков. Ой, девятка, что здесь? Нет, по пятерке кубков. Будет расстраиваться и растрачивать свои, как говорится, ну, чувства, энергию. Она будет в прошлое ударяться. То есть будет по прошлому переживать, страдать немножко. Ну и в то же время вот это все она предвидела. Понимаете? Это королева кубков непростая. Она предвидела все это. Не то, что не зря сказано, что у нее есть экстрасенсорные тоже способности. Она предвидела этот результат. Поэтому для нее она переливает вот эти вот чувства в ту реку, которую, как говорится, выходила из которой, то есть в те чувства, которые у нее были ранее. А колесо фортуны повернется по десятке кубков в сторону людей, жаждущих счастья.
Тот, кто хочет счастья, кто хочет радости, кто оптимистично настроен, туда и повернется колесо фортуны. Со стороны мужчины появится семейная королева, королева Пентаклей. Она уравновешенная, она не будет своими чувствами разбрызгивать энергиями, она будет сидеть как на своем троне и наблюдать за ним, наблюдать, понимать и все, как говорится, вести хозяйство. То есть он выберет хозяйственную женщину, погуляет, по колесу фортуны поймет потом, в чем дело, и выберет хозяйственную женщину. А королева кубков, она, да, она будет в незрелых пока таких энергиях, то по пятерке кубков будет расстраиваться, разочаровываться, а по пажу кубков она начнет обучаться тому, чтобы вот эти чувства не, как сказать, не показывать, да. И жить будет потом впоследствии по умеренности, по воздержанности. Он будет четко соблюдать все правила. А у него начнется рыцарь превратиться в рыцарь Пентакли превратится в рыцаря жезлов. То есть семейный королевы Пентакли, он будет себя чувствовать юношей, вновь почувствует все энергии и будет счастлив, гореть будет. Да, всему этому, что происходит вот на данный момент, способствует дьявол. Здесь страсти возникли больше у мужчины, который изменил вот ход колеса. Ход колеса он изменил в свою сторону, повернул. Отвернул удачу, можно сказать, от королевы кубковой. Вот такое дело. Как поправить это? Давайте подскажите, высшие силы. Поправить, как это? Какой совет? Пожалуйста, какой совет? А вот какой совет. Идти к солнцу, идти к теплу, к радости. Идти спокойным, уверенным шагом к самому наилучшему результату в жизни своей. Это полюбить себя. Самая взаимная любовь в жизни у человека, у любого, это любовь к себе. Это даже не, как говорится, не обсуждается. Этим, как говорится, солнышком человек может, как говорится, затмить любого и каждого. Здесь все, здесь и движение, здесь и развитие, здесь и непреклонность, здесь все показано, что молодая женщина, она как бы движется вперед, а с двух сторон у нее сопровождение идет двумя духами. Вот. Поэтому она, солнце в ее руках вообще превратилось в форму амулета. То есть амулет это солнечный у нее. Вообще-то приобретите в виде солнышка амулет. Он вам осветит путь в мире, и вы будете наполовину, как говорится, покрытым, мир, который покрытым мраком, вы будете там освещать. Понимаете? Древние, они считали, что их вот, что это их ритуал. И каждый день заново пробуждается солнцем. На самом деле он и уходит, конечно, вечером, но радостная задача его, этого солнца, возвращаться на небо и пробуждать весь мир. Карта символизирует акт просвещения, одновременно глубоко личный и вселенское просвещение. То есть здесь очень объемное понятие этой карты. Вселенское и глубокое просвещение и самого этого человека. То есть эгоизм к себе, проявление любви и просвещение. Вот что советуют карты. А скажите, итог нашего вечернего расклада какой, пожалуйста? Совет мы поняли, а итог? Какая итоговая карта? А итоговая карта говорит, отдохните, отдохните, все, уже, говорит, я тоже вам устала говорить обо всем этом. Четверка мечей. Она много думала, много разговаривала, рассказывала нам, решила выдать нам итоговую карту. Отдохните, чем мы будем и заниматься.
Вечер — это вечер, движение к ночи. Солнце зашло, мы обязаны тоже спать. Пока-пока.